Вот тут соль, ля, до, ре, ми. А по системе учителя на первую струну нажимаешь третьим пальцем, потом средним и мизинцем. И также на вторую. Алмаз уже 3 года играет на комузе по системе Энбельги, где вместо нотного стана есть лишь 3 линейки, обозначающие струны комуза. А вместо музыкальных нот буквами древнеенисейского алфавита прописано расположение пальцев на инструменте. Автор инновационной музыкальной системы – комузист-виртуоз Нурак Абдрахманов. Сам музыкант обучался игре на комузе на слух. Свою методику игры он придумал, потому что не мог объяснить наличие 17 тональностей и специфику комуза по европейской нотной системе. Мелодию маш-ботой мы играем в 5-й тональности. А если мы настроим на 4-ю тональность и играем маш-ботой, то это уже совсем не звучит. И чтобы не запутаться во всем этом, моя методика очень полезна. А пытаться понять это по европейской системе невозможно. Вот здесь безымянный, здесь средний палец. Попробуй сама. И что нужно сделать с указательным? Нет, не вместе. После безымянного мизинец. Это 3-я струна. Вот 3 струны комуза, как на инструменте. Среди последователей Абдрахманова и преподавателей музыкальных школ с многолетним стажем. Чолпон более 25 лет обучала по традиционной системе и недавно начала преподавать по методике Абдрахманова. Такие уроки пользуются популярностью у ее учеников без музыкального образования. Эта система очень хороша для людей без музыкального образования и которые хотят научиться играть на комузе для себя, потому что она упрощенная, и они достигают быстрых результатов. Ну а для людей, которые получают музыкальное образование, лучше усвоить обе системы. Это как уметь говорить на 2 иностранных языках вместо одного, только обогащает. Музыкант-инноватор обучил по своей системе уже более 100 учеников. Он также снял телевизионные уроки для любителей, которые хотят освоить комуз самостоятельно. Сейчас Абдрахманов планирует переписать многие кыргызские мелодии на новый лад. Однако не все уверены, что это возможно и необходимо. Турдубек Чукиев уже более 15 лет издает работы кыргызских композиторов по европейской нотной системе. Да и сам композитор признает только ноты. Ну вот Атилахан, если я посмотрю по нотам, то наберу на фортепиано и могу так продолжать, могу сыграть. А посмотрев на это, ничего не понятно. Я не могу это сыграть. Это понятно для музыканта, играющего на любом инструменте, будь то флейта или что-то другое. А эта система для узкого круга людей. Но мы же должны быть не локализованы, а выходить на мировой уровень. Если наши дети будут учить комуз только по этой системе, то их музыкальное образование будет ограниченным. В одном музыканты-традиционалисты и инноваторы сошлись. Чтобы играть хорошо на инструменте, нужно его чувствовать и иметь совершенный слух. Без этого и ноты, и буквы не сложатся в музыку.